Да оставьте меня в покое, урод, я просто домой приехал. Встрече с автоинспекторами мужчина был явно не рад. Негодование выражал нецензурными словами. Донести до окружающих свое возмущение был готов и физически. Кулаками размахивал активно. Наручники – вынужденная мера для общей безопасности. Движение мужчины это ограничило, но не успокоило. Скорее, наоборот. Пожалуйста, оставь меня в покое, а? Я тебе ничего не делал, капитан. Несколькими минутами ранее, как рассказали очевидцы, этот мужчина за рулем Нивы на улице Соловецких Юнг врезался сразу в несколько припаркованных автомобилей и попытался скрыться. Но в одной из задетых им машин Hyundai Getz был водитель. Он тут же бросился за Нивой, задержал водителя и вызвал автоинспекторов. Сдал вперед и задел при попытке запарковаться. А он сразу из машины вышел? Да. И на ногах уже не стоял, да? Нет. Как вы видите, он в каком состоянии? То, что водитель Нивы сильно пьян, было видно невооруженным взглядом. О многом говорил и исходивший от него запах. Правда, сам он отрицал, что пил, а потом и что сидел за рулем. Стал рассказывать, что он прохожий, которого вдруг стали обвинять неизвестно в чем, когда шел домой. А машины у него и вовсе нет. Скажите, пожалуйста, а вы Ниву управляли? Нет. Но это ваша машина? Нет. У вас вообще нет машины? У меня нет машины, вы видите. Очевидец видел, как вы задели чужой автомобиль. Это очень хорошо. Очень плохо. Нельзя чужие автомобили задевать. Тем не менее, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, и вместо больницы его доставили в отдел полиции. Отвечать за буйное поведение ему все же придется. За сопротивление сотрудникам ГИБДД мужчине грозит арест до 15 суток. А за отказ от анализа на содержание алкоголя в крови мужчину, вероятно, лишат водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.